Давайте посмотрим, как живут в Великой Империи, в деревнях. Вот это вот все вставание с колен. Мы самые великие, мы самые большие. Детей там до сих пор кормят, вы не поверите. Красный Крест. Война уже 70 лет как закончилась, но Красный Крест все еще кормит русских детей в далеких деревнях. Давайте посмотрим этот сюжет тоже. В этом году в филиале Чернецовской школы в 9 классе две выпускницы – Настя Андреева и Таня Михеева. Настя еще не решила, кем быть. Таня твердо знает, что хочет от жизни. Но пока это только мечты. Таня мечтает. Нет ни о славе певицы, актрисы или телезвезды. Не верит она и во встречу с принцем, сына того, чье имя нельзя называть вслух. Она хочет просто работать. Не в прокуратуре или ФСБ, не в администрации и даже не в «Газпроме». Она хочет, как Тамарка, старшая сестра. Тамарка в Питере сейчас. Таня знает, что не говори, а удалась у старшей сестры жизнь. Вот и Таня мечтает о том же. Хочу идти продавцом-консультантом. Как бы у меня такая мечта с детства. Хочу постараться. А мама с папой кем у тебя работает? Мама у меня никем не работает, отец работает кочегаром. У них даже не было свадьбы, они живут так в браке. Но вы живете вместе, одной семьей, правильно? Нет. Как бы мы сейчас живем с матерью, а отец живет в Городовике. Мы разделим, потому что отец работает в Городовике, он там живет. Слушай, а как же, если мама нигде не работает, на что же вы живете? Ну, тут пока на детские, как бы зимой помаленьку перебиваемся, а так ходим в ягоды. Носим ягоды, сдаем. Ну, это лето. Ну да, зимой так перебиваемся. Запасы, что-то делаем с лета. Наших ребяток кормит Красный Крест. В течение уже вот нескольких лет. Детишки наши вот получают обед 3 блюда и с того года завтраки. Какие-то должны быть условия, чтобы на наши Да, места попали? семья должна быть вот с низким доходом. Вот так что все у нас попадают дети. А в прошлом году они приезжали, привозили туда игру? 450 рублей в месяц живут, держатся летом на ягодах, и все дети подпадают под эти критерии, чтобы им помогал Красный Крест.